Ир булсан, пушланач шәне бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун ирге шидезегетре, чевашин наци телевидение тюре ференже ир булзан кыларым. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбейрех сире вранма булышыш. Хавас камылдуем парнелеш. Кашны ир уйгыран терле вранар. Шена ырыгуна терле бушлар. Ыр будыр бурнеде юлдашсем хаква гураганзем. Чаваш ен наци телевидение тюре эфиренже ир булзан каларым паян зрембе бірлебе Дмитрий Вериялов сывлых сунады псире бурнеде. Салам вадап тада сире шене гун бушванны ятпа, шене эш куне пушванна ятпа хальвара шиварза тадыр пулзан пуштарын малла майбен эже тада урамра шандава гаванахмар сире тюрех каваза небе юр юзе гуна машинана тазатма жүрегеле тада сивет себрахна анжақта наджар ябалазын берге гаважар мархая берсерен камаллайық пудыр пулзан тада савынышва будыр булзан тада пушра оптимизмова шуғышсем будыр пулзан езершавын бектавашым булзан ир булзан галарыма пағыр сасыне вайларах тавар пирімбе бірле варанза шидыр хаку гураганзе маза елдередіп тада езер бірне камала шеклес тезен ВКонтакте сайтри перенушканра езе ширзағы варма бұлтардыр саламзем, салам вар юлдашсене, таванзяне, шене гун бушванны ятпа. Тада тен зерен баян млет бойын уяв, тен зерен юлдашсен баян шуравны гун, тада млет бойын уров уяв, шагым берги веш ширзағы варма бұлтарды пиры ВКонтакте сайтри ушканра, мен бұр саламзене, саламза, вулаза барадып кыштарзан тюре эфирда ширзағы варыр. Шавандах, шавушканрах езер, тада ширма бударадар пирым баянки ханазам валли уйдузем, вазамбе ебезере паваштарадып кыштарзан, вара тада зирым валли яванки бегех пирын ирбулзан гаварымра узылва рубриказем, чималдан варанза шидес тезен, пирын бурде бірле зарядка дуза варан малва жамбада, адырға бурде бірле зарядка дуза варанар тарғашын. Доброе утро. Вас приветствует Федерация оздоровительного цигун. Это гимнастика долголетия, молодости, красоты и здоровья. А вы проснулись. Сделайте обязательно потягушки. Просто потянитесь руками вверх с удовольствием, ногами вниз. Хорошо? Когда вы сделали потягушки, мы мягко переходим прямо в кровати, на коленочки. Давайте встанем в позу стола. Встали. Мягко тянем крестец вниз, поясницу вверх, грудь вверх, а подбородок вниз. Всем знакомое упражнение кошка-корова. Затем мягко поднимаем хвост вверх, крестец, опускаем позвоночный, поясничный отдел позвонка, грудного и шейного. Шею сильно не закидывайте, делайте так, как вам удобно и комфортно. Хорошо. Сделайте это упражнение примерно 10 раз с утра. И ваш позвоночник станет мягким и гибким. Хорошо. Дальше мы сядем с вами на пяточки. Глубокий вдох в этом положении, руки через стороны вверх. Потянулись. И выдох. Буквально посидите секунд 5, уже хорошо. Отлично. Переходим в положение сидя. Давайте развернемся спиной к полотенцу. Что мы делаем дальше? Мы разминаем наши ноги. Массируем ножки. То есть мы согреваем мышцы, связки, сухожилия. Прям хороший массаж. И пальчики, и голени, и коленочки хорошо, и бедра. Если не получается с прямой спиной наклониться к вытянутой ноге, согните колено. Это упрощенный вариант. Да? Если вы можете с прямой, спиночка к прямым ногам, очень хорошо. Продолжайте в этом варианте. Отлично. Отдельно коленный сустав. Хорошо согрейте. Почувствуйте, что коленочки согрелись и подготовились к сегодняшнему тяжелому или, может, легкому, ну, неважно, да, к сегодняшнему дню. И другую ножку точно так же согреваем. И прохлопайте хорошенько. Поблагодарите ноги. Хорошо. Немножко понаклоняемся к ножкам, стопы максимально на себя потяните. Угу.
Пальчики на себя, руки через стороны. Вдох. И с выдохом дыхание молодости, дыхание спины потянулись вперед, насколько комфортно, неважно, глубоко вы опустились или нет. И круглой спиной позвонок за позвонком поднимемся. Тоже разминая позвоночник. Вдох, будем позвоночник, будем свои ножки. Дыхание спины, дыхание молодости. Продолжаем подниматься, как будто прижимаем спиночку к спинке, к стене за спиной. И еще один раз делайте. Тоже желательно делать не меньше 10 повторений. Теперь мягко. Представьте, что вы взяли весла. Все плавали на лодке, я думаю, да? И мы погребем веслами. Весла уводим вперед, плывем по направлению вперед. Руки поднимаем вдоль тела и еще дальше весла уводим. Хотим далеко и быстро уплыть. Наклоняемся настолько, насколько комфортно. Живот должен быть хорошо подтянут. Отлично, стоп. А теперь в обратном направлении. Выдох. Поднялись вверх и выдох. Плывем. Хорошо. И побалансируем. Баланс – это молодость, это омоложение клеток организма. Несложное упражнение. Лодка. Можно удержать себя за бедра. Можно чередовать, поднимать, опускать. Если вам тяжело держать ножки долго, держите столько, сколько сможете. Даже на кровати это возможно, поверьте. И подышите в этом положении 10 циклов дыхания. Вдох спокойный животом, выдох животом. А попробуйте чуть-чуть вытянуть коленки, если вдруг получится. Хорошо, мы попробовали. Молодцы. Отлично. Хорошо. Давайте тут вытянем ноги в стороны. Если вам некомфортно, повторяю, оставайтесь в том положении, в котором вам удобно. И потянемся в сторону с удовольствием. Ага, старайтесь плечом не закрывать лицо. И отлично, и в другую сторону. И тоже повторите это упражнение. Около 10 раз вправо, 10 раз влево. На вдохе вы поднимаетесь, с выдохом опускаетесь. Стопы на себя, что дает возможность укрепить почки. И поджимайтесь в кровати чуть-чуть, понаклоняйтесь вперед. Отлично. Если в кровати неудобно, можно на полу. Дальше вы можете исполнить упражнение стоя. Упражнение называется «Тарелочки». Оно медитативное упражнение. Оно дает возможность синхронизировать два полушария мозга. Плавно руки уводим в стороны. Таз направляем чуть вперед. Мягкие коленочки. Правая рука рисует такую вот восьмерочку. Длинная рука. Бесконечно она всегда стремится вдаль. Другая рука точно так же. Пока пробуем, да? Попробуйте. Потянитесь вдаль, коснитесь стен. Касаемся, чувствуем стены. Добавляем немножечко все тело, да? Тело продолжает движение руки. И другая рука. Хорошо, расслабьтесь. Вы молодцы. И на этом мы потянемся вверх. Вдох, поднимемся на пол. Пальцы взяли ци, энергию, здоровья, красоты. Наполнились исцеляющим светом. Вытолкнули все мутное, пагубное своего тела. Стали чистыми, прозрачными, свободными. Вдох с удовольствием. Выдох. Наполняемся теплом, мягкостью, спокойствием. Вдох с удовольствием. Выдох. Постойте 2 секундочки. Послушайте себя. Почувствуйте движение внутри себя. Вы спокойны и расслаблены. Левая стопа к правой. Спасибо вам. Си-си. Будьте здоровы. Мы всегда будем вас рады видеть в нашем клубе. Как ураганзем, аза эльдереда пезер пирим ВКонтакте сайтри ушканра чаваш ейнац телевидение ушканынже чирзахварма бударадыр хаваран юдаржем валли таванрзем валли ленде булин тавзымахзем савамзем савама бударадыр шуравны гун яджибее ураху яджибе мембур завамзыне эбе тюре эфирдах буаза барадып коштарзан шамбада я дарваза ВКонтакте сайда герзе пирин чаваш ейнац телевидение ушканне дупса ебкаварза гуна постайнже комментарий занже ширзах вар буаза бамавыне тюре эфирда буаза барада хальвара малава павлажат пар узова рубрика замбе хальвага читра павлашма гороскоп таргаша.
Урахтем. Шалды туим сире пур идурада пулышса быря. Шылдырземына ытлара шанмақ ужаща. Вагырдем. Лыпкагун шабахта чермава легес келмеден шевичи дүзінче чыдымлырақ пулмалла. Егрешсем. Паян изер ішре пужарулық кдарца мыньбур ларутырова алла иледер. Раксем. Чилай вағыт хуши каныш паманы дүзін бешлеме тиве візне татса барзан шеш каныш тахтубадыр. Арысланзем. Аны жупыле трен вешсианаса кытсианларыр. Алу саларныни мендешеденю патнеде илзе шидерме. Херзем. Сава кулжынызем гдеща. Малданах алы буманышсыне тивешче шайра пурнышладыр. Таразазем. Эшсине тебрухучейн теплен тешкерзе тухны пасмать. Малданах азырхаман енышсыне тупса балатма. Візне хавырдах чуретме шаныш пызык. Скорпионзем. Мыньбур пулыма лыпка ижынма тырышар. Сиренка мулдуемран малашлых реешсем еплерех пурныштанза пырасы нумай келе. Ухачазем. Сава каза илюзем парнелеген самансем пулзайрдеш. Кереке плеешсем деші малынах пурныштанза пыреш. Тугадягизем. Планзем туны телевзине палыртны штелексер. Алу санларыр. Мынькышын мен думалыне ергебе палырдыр. Шывдыганзем. Шылдырзем куна елана көне ергене похынзайр термесінеші. Вактиве гайдузіне каях варны вырынларах. Пулазем. Кун кажичин анланманлықсем сикседугеш. Ежыну тума васкамаламар. Малданахлар удырва лайық тешкермелле. Унчен каварымында Жагымбек ирех шивырзатына хыщан, тада Жагымбек шандалык наджар пулзан, тада сиве пулзасын, пушра темре шухушсым жураваща. Наджар шухушсым журавмада булдараща. Мен двасши иргине Жагымбек оптимизм шухушсым пушра пучатезен, тада комоваях пулдардезен. Чи премеженде шивыр задран молодещий специалистем, шивыр задран стезен ирдерек шивыр мавыртмава, тада шивыр мавырдасумен. Лайх хиберги ушутвама, лай варазрен иргине шивыр тазына хыщанда лайх шухушсам булашы. Тада иргине генамар яванах асрадет мала, телебе оны живол, пір ябаламар. Сумахран банан машина жук шамбада еба телезер жиндезе шутвама ламар, умбек юрамас, теле ташта анжирар, телевол ошрабул мала. Тада хавасла теле лесава шинзем батнешивых храх пулмала. Яван магырдат садраган чинзембе юдаш бутыр пузам хаварда жавамбегех магырды комозар пулма бударадар шавамбада лайых саунышва комова шинзембе нумарах кавашмала манжутпа. Тада оптимистсем хам жугужа тада гавадап оптимистсем манжутпа везем тутла абатванма юрадаше. Шавамбада халивара вранза житнер пузан хальшивар задатар пузан тут лабат пожерзе шимелле манжутпа кунда зире ир пузан гаварам пушма пударат хали зирим вали абаджа тут пудар рубрика таргаш. Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим сырники. Для этого нам понадобится творог, одно яйцо, мука, сахарная пудра. Творог лучше брать средней жирности, либо же смешивать обезжиренный с жирным. В творог добавлю яйцо. Хорошенько размешаю. У кого есть время, неплохо бы протереть через сито. Добавлю муку. Все очень хорошо размешиваю. Добавляю пудру. Пудру добавляю потому, что сахар может просто в твороге не раствориться. И будет хрустеть. Обязательно чуть-чуть подсолить. Вот такая получилась у нас масса. Так как сырники продукт жареный, нам нужно их запанировать. Для этого мы разделим
части. Насыпем муку на досочку и простыми движениями сделаем сырники. А в это время в сковородке уже должно разогреваться подсолнечное масло. Сырники обжарим с двух сторон и поддержим на слабом огне под крышкой 2-3 минуты. Вот наши сырники готовы. Осталось красиво подать. Можете добавить любой фруктовый сироп, джем, варенье. Сметану. Веточку мяты и маленький декор. Приятного аппетита! Нарзануйхан пиллик меже манан сирекава забара скелет мәмбе павлажы паянхигун, тада мәнле уявземже паянхигун. Пинге тығыр жер ширим закрымыш шуда искусствова майба пірремыш хучен Д витамина кварна. Шагы пиле павлая балаву. Пинге даже водори кемеш шуда, шене пурныш, халя шендерюжен, епреш район хажаджен пірремыш кварымы тухны шамбада, епреш район зане сам мат парибер паянхигун. Пинге также водут шуда, вырос вчера в жита литературы критики Николай Добролюбов кунжиды курнейкен. Пинге также ширим два шуда, Совет Союзен Саудаге, Совет Союзен Паттере, Александр Матросов шут Тендженегильне. Хоян черед личуравну гуне паям Португалии футболисте Криштиану Роналду павлодавать, вол водор два даже ударат. Пинге также ширим берем шуда, театр актрисы, Чаваш СССР, Тавадивиш Ливинер Чечения, Зоя Ердыкова шут Тендженегильне. Тогда халах календарь бем паян савапла Агафий куне. Черджунзенбе кай кжге санана шакун ирхине казая юрлат пузан чидес вакатра шандавак сивдесекет мелледене. Пакша гиващинджен анныне курзан ожида сагетне. Хойзет менелигзене паян Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Федор, Ятващинзем, Павла Дваще. Тогда влазаба мала изер пирин ВКонтакте сайтрюшка нарачер заговарна савам зене. Чуравна гуня джибе савам лаще. Александр Ятва Качах уже батнечен шель ширзах варман. Александр сана сам башетовану землю даже зем сана сунаше нумайрах сывлах тогда телей анажу. Тогда паян чуравна гун яджбе сам чуравна гун не павлодават Владимир Сюрмин она сам младше мембуртовану зем жамбегех мембурдю даже зем Владимир Тударстанран, повара Эненджен, Владимира, Нумарах Телей, Жамбегех, Анажу, Нумай Сывлах. Ивце Гайна Журавна Гуньяжбеса, Амлаще Юда Жизем, Афанасьев Лев Теген Кача, Юда Жизем, Перлешлеген Зем, Савамлаще, Шре Нумарах Анажу, тогда Шамбегех, Талантва, Кача, Пу, Тезе, Ширзахаварна, Лева Савамлаза. Хаква Гураганзем, Ебеде Сире Пурниде Савамвада, уявзем, я тебе тензерин шуравна гун, камон байн шуравна гун, сире пурнире самлады беде сирим вали вир варцабам Аллах саванашва юро шак уявзем, я тебе тархашин.
телезрители, сегодня в нашей передаче в гостях директор Чувашской молодежной общественной организации «Клуб веселых и находчивых» Михаил Елисеев и исполнительный директор Роман Сергеев. Доброе утро. Доброе утро. Как вообще, проснулись, привыкли ли вы вставать вот так вот рано? И если вот так вот рано приходится вставать, у вас настроение, хорошее или грустно становится? Для начала у нас маленькие дети есть, поэтому, как маленькие, Понятно. тем не менее. Можете дальше не Встаем раньше. продолжать. Ну и, собственно, клуб веселых находчивых Чувашии. Недавно, я думаю, все телезрители знают, в курсе об этом. Ну, если кто-то не знает, откроем, может быть, небольшой секрет. Вообще, каждый год в городе Сочи в январе проходит фестиваль клуба веселых и находчивых, куда съезжаются команды КВН не только со всей страны, но и вообще со всего мира, потому что клуб международный. Ездили ли туда ребята из Чувашии и с какими результатами они туда вернулись? Ребята у нас Все ездили, победили, все все просто. победили, да, все съездили. Но на самом деле у нас ездило 11 команд. Это из нашей региональной лиги «Столица». Из Чебоксар у нас поехало порядка 7 команд. Успехи на самом деле замечательные. То есть у нас никогда еще подобного не было. У нас больше половины команд. Ездил обычно получила хорошую 2-3 оценку, команды, да. может быть. А здесь Обычно 2-3, а здесь такое большое количество и достаточно высокая оценка. Если что-то кому-то скажет, это 5 повышенных рейтингов из 10 команд. Это очень высокий результат, чем мы очень гордимся. Ну и, собственно, о фестивале тогда, вот о повышенном рейтинге. Про победы тоже. Потому что, фестиваль, для обычного человека, как, для меня, допустим, это обязательно. Есть победители, есть там первое, второе, третье место. Фестиваль КВН, я так понимаю, это не совсем. понимаешь, Дим, фестиваль, в сочинский фестиваль, это сколько в этом году? Почти 500 команд там было, по-моему, да? 535. То есть приезжает. И очень грустно будет всем 499, если кто-то одна победит, да? Вот поэтому, естественно, фестиваль нет. А фестиваль что такое? Это отбор в телевизионные лиги, собственно. И именно по итогам вот этого фестиваля, что такое вот эти повышенные рейтинги и так далее, так далее. То есть это право играть где-то дальше. То есть право команд, в нашем случае у нас молодые команды, поэтому повышенный рейтинг дает им право играть в центральных лигах, так называемых, после которых уже идут телевизионные, которые мы все видим по Первому каналу. То есть сначала нужно пройти этап вот этих центральных лиг, которых всего 8 в России. То есть все вот эти вот наши команды получили право участвовать в них. И уже через год, когда они там пройдут, будем верить, что до финала, хорошее это, приедут снова в Сочи и скажут: мы финалисты такой-то центральной лиги, а ну-ка пустите нас в телевизор. То есть у них появляются шансы для этого. То есть КВН, да, это надо пройти вот такой путь, и сейчас у нашей команды главная есть. команда из Чебоксар, да, которая будет в финалах. Это вот самое, наверное, важное для нас. Ну и ранжирование. Повышенный рейтинг. Потом проход второй тур, насколько я знаю. Второй тур, гала-концерт и какая-то телевизионная лига. Какая-нибудь. То есть все, да. Какая-нибудь замечательная, поверьте, они все отличные, эти лиги. Самый крутой считается высшая лига, насколько я знаю. Конечно, да, с Александром Васильевичем. Потом Идет премьер-лига. Премьер-лига с Масляковым-младшим. младшим. Потом первая лига, которая проходит в городе Казань, насколько я знаю. также. И, Потом уже идут как раз вот эти региональные. центральные лиги. А еще я в интернете все-таки следил за нашими ребятами, да и вообще, в принципе, за прохождением фестиваля. Международная лига. Международная лига – это лига, которая находится в городе замечательном Минск. Это Беларусь. То есть она как бы в одном ряду стоит вот вышка, премьерка, первая международная, но она вот Она в Минске. телевизионная именно в этой стране. Для Беларуси. Скажем так, да. Ну и это означает международную, там вот с разных стран, да? И от России, один представитель получается? Вообще нет. Туда попадают только достойные команды, естественно. Это может быть и 3-4 команды из России. А так, да, это очень много команд из самого Минска, в принципе, из городов, которые есть в этой замечательной республике, в этой замечательной стране. Ну и, соответственно, из близлежащих стран тоже. Там из Латвии играют, из То есть это, да, играть там тоже престижно. Когда-то в этой лиге, если нет, нет, там мы не играли. То есть все правильно, там играла команда КВН «Общага», но в то время она была первой при тех же декорациях, при тех же редакторах, при том же самом зале и той же самой телевизионности. То есть это немного доступнее для команд
ближнего зарубежья, скажем, того вот европейского, который оттуда приезжает, то есть да. Ну и по поводу результатов наших чувашских, чебоксарских, республиканских команд. Можете рассказать немного поподробнее, какие команды, какой результат и куда ребята дальше, собственно? Ну, я как сейчас вот иду, мне Роман будет помогать. У нас повышенный рейтинг получила конкретно 4 команды. Чебоксарские команды. Это сборная сельхозакадемии. Команда, которая представляет просто наш город. Ребята сами собрались, кэш и трэш. Команда КВН сборная Чифран Хикс. И сборная ЧГУ. Сейчас почти... Видишь, ты сам помнишь, не надо. Замечательно. Еще команда была команда КВН из Воронежа, но это команда Лиги столицы. Тем не менее, она наша все равно. Вот. На данный момент у нас сборная ЧГУ записалась в Центральную лигу Москвы и Подмосковья. Туда позвали ребят. В доме КВН в Москве, где чуваши когда-то играли, стали чемпионами. То есть хотят повторить. 2 команды у нас записались, можно сказать, их пригласили в Центральную лигу Поволжья. Это команда КВН Кэш и Трэш и сборная сельхозакадемии. Чифран Хикс пока думает, куда, но склоняется больше, наверное, кстати, к Поволжью. если все у ребят получится, я имею в виду с Лигой Поволжья, то всех приглашаем, потому что один из этапов Лига разъездная, да, и один из этапов, скорее всего, будет в Чебоксарах. Скорее всего, это будет 1/8, восьмушки в апреле. Я думаю, уже можно точно сказать, что это уже, да, поэтому просто следите за информацией. И... Ну, я так понимаю, ну вот вы сказали, ребята туда записались, сюда пригласили. Там тоже будут проходить фестивали какие-то? Да, конечно. То есть там тоже будет проходить отбор? Любой сезон, любой лиги начинается с фестиваля. Так же, как у нас в Чебоксарах вот в феврале будет, также вот в Поволжье в марте будет, там же в марте Лига Москвы, Подмосковья. То есть все начинается с фестиваля. Туда, естественно, приезжает не 500 команд, как на Сочи, а уже непосредственно те команды, которые ходят в сезон конкретно вот этой лиги. То есть это команд 30, 40, там по-разному бывает. И уже из них, да, команд 20-25 идут в сезон. Тем не менее, да. Это тоже надо пройти, да. Приоткрыв занавесу тайны, если брать Центральную лигу Москвы и Подмосковья, там как раз фестиваль именно московских команд порядка 320-350. Это вот, да, это... Конкуренция... Да, мощная, скажем так. Да, и все же в теле хотят туда. И, собственно, в этом случае как раз можно будет сказать, что главное не участие, наоборот, главное не победа, а участие, потому что сам опыт. Мы склоняемся все-таки мнению, дай бог, потому что, да, нужно работать, конечно, нужно наш город, нашу республику продвигать. Да и вообще, в принципе, опыта, полученного командами, ребятами молодыми, участниками клуба веселых и находчивых, наверное, вот поездка в Сочи на фестиваль, это вот самое главное, потому что тоже наслышан, что ты не можешь считать себя КВНщиком, если не съездил на фестиваль в Сочи. Ну, как бы сначала стремятся, да, попасть в Сочи, потому что, ну, вот этот бесценный опыт, но на самом деле только там понимаешь, что это только начало вот этого дальнейшего какого-то большого-большого Сочи пути. Это такая некая лакмусовая бумажка для КВНщика. Показатель. Да, когда тебе исполнилось вот 18 лет в семье, и ты пошел, снял первую квартиру, начал сам зарабатывать отдельно от мамы и папы, ты понял, что такое жизнь. Наверное, для КВНщика это вот такой сочинский фестиваль. То есть он понимает, что все либо очень ты серьезно. способен платить за квартплату, либо над тобой смеются только в Чебоксарах. И ты понимаешь, ага, что-то не так я делаю, надо что-то работать. И вот начинаются вот эти вот поиски своего направления, своего стиля, если можно так сказать. Ну и еще один вопрос, которым, мне кажется, задаются все родители этих молодых КВНщиков, да и в принципе зрители. Неужели вот эти молодые ребята, ну студенты же получаются все готовят сами, без участия там каких-то нанятых режиссеров, постановщиков, Хороший вопрос. писателей? Хороший вопрос, абсолютно. И я думаю, что если бы, отвечу сразу, скажем, да, напротив, если бы ребята сейчас уже нанимали бы режиссеров и постановщиков, и авторов уже сейчас на этом этапе, то, наверное, из них бы не вырастали те же самые режиссеры, авторы и так далее. Поэтому, конечно же, на этом этапе, по крайней мере, у нас в Чебоксарах, у нас все команды преимущественно стараются самостоятельно. Ну, да. потому что надо есть сначала помощь научиться товарищей. Конечно, это есть, это всегда есть, это должно быть. То есть такое некое кураторство, да. Но... Направляет в нужное русло, так сказать. Безусловно, да. КВНчик это в принципе, это творческая единица, это творческий человек, который, если будет не творческим, но это, в принципе, и не КВНчик, на самом деле. Понятно. Ну, спасибо, Михаил, Рома. После небольшого перерыва мы обязательно продолжим наш разговор о клубе веселых и находчивых Чувашии.
Уважаемые телезрители, еще раз всем доброе утро. Напоминаю, сегодня у нас в гостях директор Клуба веселых и находчивых Чувашии Михаил Елисеев и исполнительный директор Клуба веселых и находчивых Чувашии Роман Сергеев. Михаил, Роман, продолжим наш разговор, так скажем, о подноготной Клуба веселых и находчивых, об этих молодых ребятах. Вы сказали, что начало сезона в каждой лиге, и в телевизионных, и в региональных, начинается с фестиваля. Я так понимаю, у нас в Чувашии тоже скоро пройдет наш местный фестиваль. Как говорится, да, что мы серые или белые люди, да, то есть, естественно, да, у нас все проходит совершенно так же, и после поездки на сочинский фестиваль мы приезжаем, уже, конечно же, заранее, но тем не менее, после поездки уже начинаем более активно готовиться к нашему фестивалю, и вот уже сейчас, 10 февраля в ДК-Чигу у нас состоится, уже скоро, да, совершенно верно, уже вот на этой неделе состоится наш 19-й, если не ошибаюсь, правильно нам, да? Готовимся к юбилею. 19-й наш фестиваль, на который приедут команды из нашего родного города Чебоксары, из районов и городов нашей необъятной республики, а также из соседних регионов. То есть, То есть все, кто хочет непосредственно пойти в сезон наших чебоксарских лиг, которых у нас 3, но вот сейчас мы набираем конкретно в 2, потому что 3-я это школьная лига, у них сезон идет как учебный год, то есть у них уже будет пора полуфиналов, финалов. Они начали, у них свой фестиваль в октябре есть у школьников, и вот 2 игры до Нового года, 2 игры после Нового года. Сейчас фестиваль это непосредственно для участия в высшей студенческой лиге и в нашей официальной лиге столицы. Обязательно ли командам-участницам нужно быть представителями каких-то... Ну, это понятно, это само собой. Представителями каких-то общественных организаций, либо представителями общеобразовательных, учебных заведений. Абсолютно. Как происхождение, так и возраст для КВН, абсолютно не важно. То есть, естественно, мы приветствуем команды из школ, из средних специальных учебных заведений, из вузов, просто ребят, которые раньше, возможно, учились или не учились пока, но тем не менее собрались. То есть мы приветствуем веселость и находчивость, и самое главное, желание творчески развиваться и развиваться непосредственно в этом направлении. Так вот, например, то есть помимо основного сезона есть еще различные кубки. То есть есть летние кубки, зимние кубки. То есть летние это у нас в рамках молодежного форума «Город» обычно всегда проходит, съезжаются ребята. И в День города, конечно же, да. Зимний кубок, это к нам приезжают наши друзья Лига особого статуса «Подъем». Это курсанты вузов МВД России, которые у нас здесь проходят. Просто так случилось исторически, что директор этой лиги, он отсюда, из Чебоксар, мы как-то вместе даже играли. И поэтому, да, он привозит на историческую родину свое детище, свою лигу, чтобы порадовать чебоксарского зрителя. И Миша правильно говорил по поводу, что КВНу все возрасты покорны. Уже 2 года подряд мы делали в день рождения КВН, это 8 ноября, специальный кубок для работающей молодежи. То есть здесь уже играют... Многострадальная такая лига, которую мы наконец-то все-таки запустили в том году. Да, почему проходит раз в год, но мы все равно называем лига, потому что мы же думали, что все готовы играть в КВН целый сезон, поняли, что работающим людям сложно это делать. Я думаю, тем не менее, на перспективу, я думаю. Но тем не менее, они очень хотят, и поэтому делаем день рождения КВН, собираются команд предприятий города, республики, и прям, да, кто не остыл еще к КВНу, когда-то играл, не знаю, хочет вдруг попробовать свои 45, да, и так далее. То есть это очень здорово, и в первый раз в позапрошлом году у нас собралось порядка 7-8 команд, если я не ошибаюсь. В прошлом году было почти 10 уже. Я точно цифры сейчас не помню. То есть это заводы, прям банки играют. Это больше, да, чтобы понимать, это больше, наверное, наши ровесники, может быть, чуть постарше, но тем не менее не менее смешные ребята, которые тоже хотят как-то себя творчески, возможно, если не направить себя по пути этого КВНа, да, нашего, как мы обычно направляем молодежь, да, здесь они просто раскрываются и, поверьте, раскрываются очень неплохо. Раз в год-то. Да. Работающему человеку выйти на сцену, они прям очень горящими глазами все делают, это очень здорово. То есть не хуже, чем школьники отрываются. То есть это, люди, которые работают, допустим, на каком-то предприятии. Да. Можно собрать команду и
знают, что в день рождения КВН 8 ноября будет такое мероприятие уже точно. Вот, благодаря, естественно, поддержке города республики все это происходит, поэтому мы уверены, что это всегда теперь будет проходить. Ну, думаю, что на следующую такую игру нам придется собрать Сборная команду КВН национального телевидения. У нас, кстати, был опыт, у нас играла сборная радиостанции, телевидения, по-моему, не было, но вот не будем называть. Ну, будем иметь в виду. Картинка будет хорошая, я уверен. Да. И, кстати, не только по поводу возраста и причастности к учебным заведениям, по поводу Лиги столицы вы сказали то, что с соседних регионов тоже приезжают к нам ребята и участвуют и играют у нас. Да, у нас очень большая география. Вот у нас в этом году будет 11-й уже сезон Лиги столицы. Она была и открытая межрегиональная у нас изначально. Потом она у нас стала региональной официальной лигой. Это уже вот Амика, вот Москвы. И в данном случае вот сейчас, именно в этом году, она является официальной лигой Международного союза КВН «Столица». География у нас действительно очень большая. У нас проиграли команды и из Москвы, из Воронежа, и из всего Поволжья. Мы не говорим уже о Казани и Шкарале, Нижнем, это само собой уже разумеющееся. Оттуда Были, да. Но вот и с каждым годом все больше у нас и география ширится, и количество команд, которые хотели бы у нас поиграть в столице, огромное количество. Вот мы думаем к 550 Чебоксарам 550, да, к нашему общему празднику. Я думаю, мы побьем в этом году рекорд, и у нас будет, наверное, надеюсь, самый большой сезон. Естественно, самый веселый, как еще по-другому может быть. Ждем, в общем, гостей в Лигу столицы. Да, кстати, кого-то из них, скорее всего, даже я уверен, что вы сможете увидеть уже. Вот 10-го это фестиваль февраля, про который говорили. Вот всегда есть такие люди, к сожалению, не все еще знакомы с КВНом, все хотят прийти на фестиваль. Не надо этого делать. Фестиваль, он проходит исключительно для команд. То есть сюда приезжают команды просто заявиться в сезон, показать команд себя. И редакторам, да. То есть верно. редактора смотрят, все, вы в столицу, вам еще немножко поиграть в студенческую лигу и так далее. А 24 февраля состоится уже гала-концерт фестиваля. То есть это уже вот для зрителей лучшие как раз. Номера. Да. Отредактировано, все чистенько, здорово, потому что мы же не знаем, с чем они приедут 10 февраля, вдруг там, извините. Вот. Но, как правило, все происходит с годом лучше, то есть и гала-концерт, мероприятие, на котором можно увидеть прям вот все команды, которые идут, собственно, в сезон. То есть такое очень яркое мероприятие. Ну, в этом году у нас ожидается очень много сюрпризов. И вот, чтобы было понимание, в том году у нас было зарегистрировано именно на фестивале у нас было 23 команды, 22. Сейчас у нас за, получается, 5 дней до фестиваля у нас зарегистрировано 35 команд уже. И если мы говорили недели 3 назад, в этом году было бы неплохо 30. Я сейчас чувствую, что может быть гораздо больше. Это очень здорово. Было бы неплохо 30. Да. Нет, на самом деле значит, все правильно мы делаем, значит, все правильно делают ребята. Мы развиваемся и благодарны как и нашей команде КВН Чувашия, так и городу, что вот так все происходит. И молодежи, самое главное, интересуются. Опять же, возвращаясь в начало нашего разговора, имея сыновей, это очень здорово, что в нашем городе интересуются, помогают молодежи. Это главное, мы считаем. Ну, а вот если мы будем говорить по поводу школьной лиги, у нас же есть, пожалуйста, школьная лига, высшая студенческая лига и лига столицы. Школьная лига. Дети прям, ученики школы, я так понимаю. Разные. Есть даже еще и даже не ученики школы. Даже бывают школята. И такие, да. Интересно. Они, вот как у школьников это происходит? Я примерно представляю, как это в студенческие годы, как взрослые, а школьники, неужели они тоже вот так же, как взрослые ребята, их товарищи сами там пишут материал? Прикинь. Вот. Понятно, что да, есть всегда какие, там, так или иначе, родители, есть какие-то старшие товарищи, которые помогают, но всегда для того, чтобы, в принципе, начать КВН, нужно самому это захотеть, самому пробовать. Именно так с этого они и начинают. Желание, да, абсолютно. И у кого-то это, кстати, получается очень даже неплохо. То есть кому-то хватает 1-2 игр, что все, влиться, мы все поняли, все, давай. Кому-то, да, надо там годик поиграть, еще поиграть. Но это все от возраста зависит, опять же, да, от опыта. То есть поэтому и говорю, то есть есть ребята, которые
там собрались, там какой-нибудь 7-8 класс, так, нам надо что-то выделяться. И вот находят первоклашек к себе в команду, как-то прикольно все это обыгрывают. То есть фантазируют, там поле для фантазии. И вот именно из таких команд как раз и выходят. Из школьных уже самодостаточные, классные и для студенческой, и для столицы, и уже... Команды с основой. Уже даже вот да. в этом году, в Сочи, когда мы были, то есть вот эта вся большая тусовка, все репетируют, там я встретил двух людей, которые играли у нас в школьной лиге, но приехали уже с московской кто-то командой. Ну, поехали поступать учиться. Да. Я там видел, ребят, то есть привет. А вот мы уже все, мы уже вот со своей студенческой играем. То есть это все не заканчивается, это все продолжается так или иначе, потому что мы всем говорим, что, ребята, если вы пойдете дальше куда-то в вуз, и вы будете этим заниматься, то есть... У вас уже будет опыт. Да, в ВУЗе, потому что вузы это все очень сильно поддерживают. Им важно, чтобы команда из учебного заведения была где-то там, прорывалась, там, чтобы они говорили и так далее. Поэтому, да, вот уже и такие есть. Фестиваль пройдет гала-концерт. Что дальше делают команды? Ну, у нас начинается традиционно, я сейчас уже не могу вспомнить, наверное, уже год, наверное, 6 или 5. Это школа КВН. Это школа КВН, она городская, но, тем не менее, мы абсолютно всех совершеннолетних ребят зовем на эту школу КВН. Она проходит в течение 3 дней за городом. Да, это большой выезд, это большая работа, это большое количество и лекторов, как и КВНовской направленности, так и не КВНовской направленности. Вот там мы ребятам, скажем так, вводим экспресс-инъекцию КВН, что это такое, да, как его играть, да, как не стухнуть, как после первой редактуры или после первого выступления. Ну да, не опустить руки и не... И с другой стороны, или, возможно, не подхватить какую-то эйфорию или звездную болезнь. Вот это мы всему учим, мы, в принципе, готовимся... свою работу на сезон? Готовимся, да, в принципе, и к сезону, и к первым играм, вот к первым 8-шкам либо Лиги Столица, либо Высшей студенческой лиги. 1/8, 1/4, полуфинал и финал. Браво. Спасибо. Спасибо. Вы чемпион. Каждой игре команды должны подготовить какой-то новый материал. Повторов, ну, естественно, это я тоже догадался сам. Нельзя. В каждой игре, я так понимаю, вы тоже проводите работу какую-то вместе с командами. То есть говорите, что... У каждой лиги есть свои редакторы. То есть это люди, опытные, игравшие в КВН, которые непосредственно просматривают все команды и уже с ними, да, направляют их выступления, выстраивают до того формата, который видит уже зритель на игре. То есть в школьной лиге у нас редактора — это ребята из сборной Чувашии ЧГУ, которые, то есть они вот в премьерке даже поиграли, то есть могут чему-то детей научить. И, как показывает опыт, у них это прекрасно получается. В высшей студенческой лиге это, опять же, ребята из ну, там разные, здесь одни, здесь другие. В региональной лиге столицы это редактора уже статусом повыше и поопытнее. Это опять же одно из условий официальной лиги ТТО АМИК. То есть это у нас Александр Бабиков, который был автором, вдохновителем команды КВН «Общага». Премьер-лига. Это Ильдар Фатахов, директор первой телевизионной лиги в Казани, директор лиги Поволжья, то есть тоже человек... Директор команды КВН «Казань». Казань, да, премьер-лига. Да. Ну, то есть человек тоже с огромным КВНским опытом. И это Леонид Моргунов, команда КВН «Пара-по-парам» ГИМО Москва, та самая Высшая лига. Неоднократный финалист высшей лиги, да, телевизионной. То есть вот непосредственно в каждой лиге свои ребята занимаются командами и учат, как побеждать. Понятно. Ну и я думаю, Михаил, Роман, вам, наверное, стоит рассказать нам о каких-то далеко идущих наполеоновских планах, что вы планируете на юбилейный следующий сезон 20-й, я так понимаю, по счету. 20-й, да. Имеется в виду за пределами нашей Солнечной Республики или... И не только, мало ли, может вы там как-то никому ничего не говорите, а потихоньку готовите какую-то команду, которую... интригу, которая будет год держаться. Да. Ну, скажем так, плох Ну и тот на этот солдат. сезон тоже. Да, плох тот солдат, который не хочет стать генералом, естественно. Да, естественно, планы у любой, наверное, КВНовской общественной организации, либо у лиги, либо у движения КВН, да, края, города, республики, наверное, есть какая-то общая цель попадания сборной
в нашем Сборная случае региона. конкретно нашего города, да, не только в телевизоре мы были, мы хотим в телевизор побольше, да, как говорится, поиграли у сына, а теперь хотим поиграть у отца. Соответственно, планы такие. Если вы спросите, для чего это нужно? Наверное, это нужно больше для опыта и для развития КВН и молодежи здесь, у нас в городе, в нашей республике. Потому что одно дело звать звезд откуда-то со стороны, а другое дело, когда эти звезды рождаются здесь. Вот у нас, наверное, цель такая самая важная, чтобы нас в нашем родном городе делать, производить здесь звезд. Я думаю, у нас это потихонечку начало получаться, мы это будем развивать. И вот такая маленькая, да, вот такой маленький инсайт из следующего года. Ну, я думаю, и в Чебоксарах тоже будет очень ярко, здорово, громко и так далее. То есть это будет следующий гала-концерт не просто, а какой-то прям вот какие-то кубки будут интересные, наверное, какие-то, возможно, даже привозы наших теперь уже друзей, которых все знают по телевизору, да, ну и так далее. Но это все вот пока в планах, как это будет на самом деле пока непонятно, но интрига заложена. Что-то да будет. Ну, в любом случае, я желаю вам удачи в вашем нелегком деле, так скажем, как принято говорить у КВНщиков, ни пуха, ни пера. С Богом. К черту. К черту. С Богом. Я по старинке. Да, в любом случае, желаю вам всем удачи и буду, конечно же, тоже следить за вами. Ну, в смысле, за КВНщиками. Да, команду, я думаю, все-таки свою соберем. Спасибо вам большое, что пришли, что рассказали, что такое все-таки КВН и что такое КВН в Чувашии. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Еще раз всем доброго утра. Просыпайтесь. Уважаемые телезрители, передача «Ирбузан» подходит к завершению. Я с вами прощаюсь. Скоро увидимся еще раз. До новых встреч.